Студенты из вузов Приволжского федерального округа съехались в Чувашский педуниверситет имени Яковлева. Там стартовал образовательный интенсив практики наставничества. Форум объединил более 70 участников со всех регионов ПФО. Практики наставничества – это инициатива самих студентов педуниверситета. Проект стал победителем Всероссийского конкурса Федерального агентства по делам молодежи. По 5 представителей вузов каждого региона ПФО пригласили в Чувашию. В программе интенсива мастер-классы, тренинги, семинары, работа над новыми идеями и проектами, обмен опытом. Это 4 насыщенных дня для всех участников. Это мероприятие очень важно. Обменяются практиками. Ребятам помогут, ребят научат, поэтому это очень важно и полезно. Занятия проводят как сами студенты вуза, так и известные преподаватели, педагоги, психологи не только из Чувашии, но и из Москвы, Мариэл. Так Игорь Суринов, лучший дефектолог России 2022 года, поделился своим опытом работы с детьми с особенностями развития. В рамках мастер-класса ребята узнают о том, какие, может быть, сложности их будут ожидать в период, когда они придут только в учебные заведения и столкнутся с такими ребятами. В подготовке студентов-наставников также примут участие члены Российского движения детей и молодежи. Площадками для обучения станут и чебоксарские школы. По результатам интенсива участники разработают карту индивидуальной и коллективной работы со школьниками «Траектория движения». Каждый студент, приезжая в свой регион, продолжит эту работу совместно с первичными отделениями РДДМ, совместно со школьниками и уже своим школьникам в своем регионе расскажет о тех возможностях, которые раскрывает движение первых. После интенсива проект продолжится в регионах, где к участию по опробированию карты «Траектория движения» привлекут школьников каждого субъекта ПФО. По итогам работы за месяц будет организована ВКС, где участники поделятся опытом и отберут самые успешные практики наставничества. Наталья Горова, Михаил Солин, Вести Чувашия.